Нет, в один момент они открывают глаза. Зачем я И в вернулся? кофейне за 20 тысяч. Туда мои кореша со 108 канала. Как И вот это. Вавилонский закон. Вавилонский закон. Тебе просто молоко купить сколько? 150 рублей, да? Ну, 120. 120. Где молоко покупаешь? Дорогое молоко покупаешь, потому что ты дорогой человек. Глаз прикрой. Страшно кому-нибудь стало? Не, у меня флешбеки просто. Короче, не работает. Это что-то из 2004-го. А если я вот так, подожди, если вот так вот? Всем привет! Наконец-то на второй выпуск шоу «Разговоры на лавочке», где мы четвером, 4 комика сидим и рассуждаем разные сплетни, новости, обсуждаем это все, шутим и разговариваем с вами. Кто это делает? Сделает у нас это начин. Бородатый мужчина с прекрасной фамилией Оржик утверждает, что Пихем это Ваканда, что там живут сверхразвитые люди. Начин! Также это моя подруга детства Анастасия Дресвяникова. Аплодисменты для нее. Да. У нас есть парень, и, как вы видите, он очень любит жирное и вредное. Да. Это Кудер, и однажды он так сильно хотел похудеть, что затопил половину левобережных дач. Аплодисменты. И я. Хватит про меня. Дорогие друзья, и, собственно, в студии у нас прекрасная, очаровательная девушка, 2 мужика с яйцами и, собственно, само яйцо. Меге. Все, это шоу начинается, второй выпуск, смотрим на 108 канале. Круто, что вы все пришли, круто, что вы включили это видео, да, в эту камеру могу говорить, и в эту камеру, мне сказать, говори во все камеры на свете. Вот, ну что, как у вас неделя прошла, жизнь ваша? Неплохо. Как ты Неплохо. сказал неделя, я такая просто, что, неделя, как будто из жизни выпала. Неделя прошла как час, я бы сказал. Очень Можно быстро. сказать, как 35 минут, Да, как, даже 10, может быть, да. а можно как твой половой акт. 2 минуты? Можно и так сказать. Сейчас, о чем? Давайте обсудим новости, ребята. Что по новостям у нас? Давайте, самая главная новость в России. Теперь официально на ОГЭ по математике выпускникам 9 класса можно пользоваться калькуляторами. Поздравляем же их! Поздравляю, школьники! 10, да, молодцы. А вы, ребят, помните свое ЕГЭ? У нас не было ОГЭ, да? ЕГЭ. ЕГЭ. У нас было ЕГЭ. Это у нас было ЭГЭ. ЕГЭ. Можно было подпилить. Мы же первопроходцы, у нас было ИГИ, УГИ, там, знаете, как только не придумали, УГУ, короче. Всякое. Было даже ОГО. Ого, да. Мне повезло. Когда тебе выставляют баллу, такой, ого, а не ЕГЭ. Пойду в технику или в шарашку. Слушайте, сколько лет? Ты так классно говоришь ЕГЭ. ЕГЭ. Тебе 32 года. 500 тебе лет или что? Знаете, На самом прикол? деле мне повезло. Ты сдавала ЕГЭ? Я, короче, да, сдавала, А ты? представляете? Все сдавали. Я был последний выпуск, который успел поступить в ВУЗ по внутренним экзаменам. Мне повезло. Никакого ОГЭ, ЕГЭ, ничего подобного я не Да, знал. мне Я предоставляли выбор. А вы вообще знали, что запретили калькуляторы в 2011 году? Да? Да. Их вообще запретили, Да, типа, запретили везде просто. Продавать. Продавать. Продавать запретили. Знаете, новостные сводки. Где-то на дороге между Абаканом и Кызылом были задержаны молодые люди. У них в багажнике было 15 калькуляторов. Они ехали их продавать на ЕГЭ. На ЕГЭх. ЕГЭ. Я знаете, как себе это представляю? Немножко с темой, извините, зэков сравню. Потому что мне кажется, что они такие... Друзья, ну прикиньте, они на экзамене просто сидят, ребята, и они в этот момент объявляют, что, друзья, все, калькуляторы можно, и такие, блин, слава богу, понимаешь, И все отовсюду достают начали их тут же доставать, вообще. да, ну, извините. Вот Так ведь и такие было, вот скорее все. всего. Кто сдавал? Ты сдавал ЕГЭ? Ты, да. Нет. Не математику не сдавал. Не, а почему ты не сдавал? Кто сдавал математику? Похлопайте. Я. Ты с калькулятором сдавал? Я вообще с телефоном сдавал. Ты с телефоном сдавал? Да в смысле все с телефоном сдавали?
В туалет идешь, там телефон, туалет. Кстати, вот прикол еще тоже. Смотрите, разрешили сдавать с калькуляторами. Мне кажется, современная молодежь такой, что? Калькуляторы? Да Это это что что? такое, Да, блин? да, да. Это что? Это не приложение. А ты еще объясняешь, это маленькая штучка, которая считает за тебя. Они такие, Отдельно, прикинь, Да, отдельно от телефона. И они вот эту бандуру берут здоровую, такие типа, вот так вот, типа, блин, а как этим пользоваться? Нет, и он это называет еще репетитором по математике. Просто это мой, а он еще тебе Типа микронаушник. за тебя считает, понял? Да. это Я мой объясню. калькулятор. Прикинь, просто провела на экзамен. Это мой Это калькулятор. мой калькулятор. В смысле калькулятор? Ну вот Иван Иванович калькулятор. Вот. Да, да, да. Это Теперь он. мы с ним встречаемся. Мама, Да, папа, да, да. теперь Он умеет с нами, неплохо да. считает в уме. Что, следующая новость? В Туре официально на 6-м километре Вавилинского затона участок на 9 соток стоит 3 миллиона 355 тысяч рублей. Заметили, как начин превращается в русского? У него глаза вот так просто. Нет, на Евро- 6-м километре еще и Вавилинского Вавилинского затона. затона. Сколько там километров? в 9 итоге? соток земли. Не 6 километров земли Да. стоит 3 миллиона, да? 3 миллиона рублей официально. Ровно 3 миллиона. 3 миллиона 335 тысяч рублей. Смотри, официально, а неофициально, мне кажется, там еще, короче, сверху еще лям, типа неофициально 4, мне кажется, возможно. Мне кажется, на самом деле, там земля, знаешь, почему дорого стоит? Я знаю почему. Ну ладно, не буду говорить. Потому что на самом деле на Вавилинске такая дорогая земля, потому что она раньше была частью Пихенского кожуна. А Пихенский кожун, как вы выяснили, это Ваканда. Все правильно. Это Ваканда. Поэтому там дорого Всё. стоит Они земля. приходят туда и такие, это наша земля. И мы ее доим. А кто-нибудь знает, почему Вавилинский затон называется Вавилинским вообще? Мне кажется, на самом деле это масонский заговор, он Вавилонский затон. Все же знают, что и вот вид Вавилонский затон. Нет, все же знают, когда набираешь сообщение в Т9 Вавилинский, он всегда говорит Вавилонский. Он тебе прямо выговаривает. Всегда. Потому что это правда, это история. Ее от WhatsApp и Телеграма не скроешь. Ну не только же Вавилинский затон дорогой, но и Кахем дорогой. Вот к чему, короче, этот вывод? Южный Как вы городок. думаете? Потому что, ну, это же наша земля, да? Чем идешь? Кызыл город богачей. Понятно? Вообще, Кызыл для богатых. Вообще, жить в Кызыл, ну, вообще, Вавилинский для богатых. Мне очень интересно, как... ЛДО для богатых. Мне очень интересно... Суппат для богатых. Супа для миллионеров. А, да. Вообще, брат. Но не богатых. Вообще. Такой таунхаус, сукпак. Как цены вот пишут в ЦИОМ, да, там еще Авито, да, Вайбере, вот это. Дом, клик. Да, вот как цены придумывают люди, мне просто интересно. Мне кажется, А они знаете просто с как? утра Я знаю садятся на как. калькулятор. Это потому что просто калькуляторы разрешили. Они берут вот так, просто вот так, лицом или там Теперь рукой. они Вот же не умеют столько пользоваться. теперь. Да? Вот такая цена, типа. Так, Вот так давайте вот. еще немного. Вообще, что Что с это? жильем вообще происходит? Кто в аренде живет? Есть такие, похлопайте в зале. Сколько А вы платите? сколько вы отдаете? Снимаешь за сколько? 20 в среднем выходит. Так. Дешево. Миллионов 20. Чего? Это ты где? Это в день? В день? А? Ага, а где снимаешь? Какой ты район? Кахеме за 20-ку? Не-не, в Кахеме за 20-ку неплохо. А ты знаешь, сколько в Южном аренда стоит? 20. Это за сколько? За маленькую комнату в 3 на 4 20? Комната? Серьезно? Такие цены? Я Комната 20 тысяч. В смысле? Недавно. Нифига я лох просто, потому что я в центре за 25 двушку сдаю. Я вообще кто? Я Ну, миллионер. добрый самаритянин. Кто хочет ко мне вот так вот? О, а там на самом деле квартира еще размером со стул вот этот примерно. Да? у меня, 20 что ли? тысяч такая у вас квартира? Расскажу историю. Подожди, Побольше? побольше? 2 стула. 2 стула. Чисто Ну, вот чтобы так. вот вдвоем и сидите там, Чисто да? просто, да, зашли такие, просто вот так вот, до следующего дня. А у вас там есть человек, который вам загадывает загадки, когда вы заходите? Что? Это сложная отсылка про 2 стула. Ребят, Блин. есть 2 стула. Понял. На одном что-то, на другом что-то. Что выберете, ребят? 2 стула выбери, вот и все. Так вот, история небольшая. У меня, друзья, недавно на Байкальской сняли трешку за 51 тысячу рублей. Без ремонта.
Без ремонта. Надо было сказать не на Байхакской, а в Байгаке, блин, вот так. Скоро будет Пап, так. сняли весь байхак за 51 тысячу рублей. ребята. Это значит Нет. в 2007 только если. У них не было выбора, они приезжие ребята, им надо где-то жить. У них есть матрас и телевизор. Все, Не, можно говорить матрас уже. Нормально. матрас и телевизор. Не обязательно матрас. И они вот искали по всему городу, ничего не нашли, так как у них еще маленький ребенок, им нужна была минимум двушка. Двушки стоят в районе 40. Они подумали, ну ладно, давай поищем. И на Байхакской без ремонта квартира стоит 51 тысячу рублей. В месяц. В чем В месяц. Причем это Это шутка, это же реально. явно так. Это реально. Это же За реально 50 так. тысяч. Знаешь, что прикол? Вот на Байхакской, да, квартира стоит 51 тысячу, а то, что у нас сказал, это же правда так. А сам Байхакский, если реально, то за 50 тысяч весь можно сейчас снять в месяц. Все дома, которые Я там есть, теперь- можно за 51 в месяц снимать. как раз. Я теперь понимаю, почему у нас криминала так много в городе. Знаете почему? Потому что люди такие, у меня арендная плата просто, понимаешь, и идут, короче, воровать там, не знаю, Бить добывать женщин в деньги. лицо. Бить женщин. Бить женщин, да, давай сюда, В мне подъезде. нужно платить аренду. Вот так вот происходит. Срочно! Знаете, Россия – страна возможностей и улучшения жизни. Вы можете купить почти за бесценок 50 гектаров земли, взять ипотеку на новостройку по 2%. И это только в Арктике. Как вам такое, ребят? Я беру. Уезжай. Кто-нибудь хочет в Антарктику? В Арктику. Арктика. Антарктика не наша. То есть, ты строишь дом на льду, да, и живешь там в ипотеку. У тебя есть 50 гектаров льда. 50 гектаров льда, давайте честными будем, просто 50 гектаров льда. И не факт, что они вот такие, понимаешь, там вот так Он вот. там да, прямо- ну, в гараже А есть. там прямо Просто дом гора или это льда. иглу? Всё. Спичкой вот так вот подогрел, Мне короче, кажется, там в расставил, ипотеку всё, иглу живёшь. в Антарктике, нет? А еще у тебя сосед белый медведь. Вот так берешь его, короче. Фу-фу, так Отсылка на нельзя. 2007. Да, 2007, да. По 2%, прикиньте, то есть насколько вот, сейчас 15% ипотека, но если ты хочешь нормальную ипотеку, там, за которую ты сможешь платить в этой жизни, живи и мучайся просто, страдай, вот Мне так я себе кажется, представляю. по Страдай 2% там. в ипотеку Ну. в Арктике, это значит, что ты использовал 16 кубометров снега, а должен отдать 16,5 кубометров снега. Да, такая штука. Ну, типа того. Такая ипотека. Ну, судя по тому, что у нас люди в Кахеле за 20 тысяч живут, мне кажется, вполне реально уже переехать И в Антарктику. туда. Может, все вместе в Антарктику приедем? Антарктика. Какая Что за разница? Антарктика? В снег. Как это называется несуществующая страна? Атлантида. Атлантида, может, уже тогда, блин. Не, В в России. Атлантиде нет, наверное, ипотеки по 2%. Давно уже причем нету. Да, там ничего нет, наверное, уже. Все А- разобрали. Как и в Помпеи. А вы заметили, что Все у нас... наши с Байгакской разобрали там просто. По-любому. А вы Говорят, там заметили, проблема с что- ЖКХ. Что МГ путает Арктику и Антарктику. И да, я А такой. знаете прикол в чем? Антарктика – это материк, а Арктика – это пара островов со льдами. А, Вот минутка образования в нашем шоу. Меня это утомило, прикинь. Да, прикинь. А учиться всегда сложно начать. Да? Я начала вспоминать Димы дневник просто вот так сижу и такая, типа, я должна была принести сегодня дневник свой. А самое интересное, знаете, что, короче, да? Нам не надо завтра в школу. Вам тоже не надо завтра в школу. У нас дистанционка. А знаешь, ты как Потому что старый человек- ковид до сих пор или что? дети на пульте, знаешь, вот эти вот дистанционные. Давайте с вами разговаривать. Как у вас настроение, ребята? Ну-ка, похлопайте сначала немножко. А? Как у вас дела? Как настроение? Вот тут у нас есть человек, который вообще на самое тестовое приходил на наше вообще. Как вы с тех пор что-нибудь поменялось в жизни? В жизни. Да, в армию забирают. Когда уезжаешь? Набазарил, что ли, или что? Пипецкая жизнь 28-го. А все, уже уезжаешь в этом месяце? И такой радостный. Уходи. А что ты тут сидишь тогда? Иди собирайся. Так повеселиться до отъезда надо. Ну, Ты правильно. же в техникуме учился. Ну вот. Вы дать отчислили? учиться. Нет, не отчислили. А это просто ты второе высшее получаешь, да? Нет, первое. Первое? Подожди, ты же Так в гражданин техникуме какой-то. нет уже высшего. Гражданин России. А, да? Да. Он А гражданин куда мира. ты поедешь? Его знает, еще Пока не сказали. неизвестно, да? Мгм.
Но А ты ты главное убери. этот. Ну все, нет, уже неинтересно, давай дальше. Вопросы есть? На вообще пофиг, езжай. Все, давай, в армию. Ребят, нормально. давай, интересный вопрос. Есть вопросы? Вопросы, друзья, вопросы из зала. Задайте вопрос какой-нибудь злободневный. Давай. Почему, когда мужчина изменяет, это нормально, а когда женщина изменит, то мужчина в шоке? Что не так с мужчинами? Вот меня тоже интересует. Давайте, разгребайте все. Я послушаю. Короче, смотри, как делают, как это, да? Как я делаю. Как я делаю. Нет, как я слышал, короче. Не да? закапывай себя. Мне друг рассказывал, да? Нет, я про замок. Знаешь, да, поговорку такой, типа? Да, когда к замку подходят все ключи, это, ну, такой себе замок, да? А когда ключик, да, к многим замкам, это крутой ключик. Это мужчина придумал? Ну да. Это он конкретно придумал. просто. Прикольно, да? Нет. Не, на самом деле я Отмазывай понимаю, себя. короче, несправедливо. Вообще, типа, если хотите изменять, короче, да, там, ну, Разводитесь. изменяйте. Извиняйте со мной, надо было. Изменяйте просто, да. Я готов, я Нет. свободен. Меня заинтересовала формулировка. Почему мужчина в шоке? То есть Да, почему вот. Почему он в шоке? женщина-то может простить? Подожди, Вопрос. это одна и та же пара? Это Я одна и та же правильный пара? вопрос, Вопрос Это какой один и это? тот же мужчина. Вопрос не в том, почему, да, изменяет. А вопрос, почему, а чего вы удивляетесь, да? Такой вопрос. А что вы Не, хотели? а что с мужиком, типа, не так? Да, почему Нет, типа- с мужиками не так? Нет, а почему он предал это норм, а когда его предали, это не норм? Да, вот что-то вот. Что это было? Это вот мат? Ты слышал? Нет цензуры. Повтори еще раз. Тихо, мы культурная передача. Ты до этого умные, образовательные, интересные Да. вопросы рассматривал. Что с Простите, тобой? Ты простите деградируешь прямо на глазах? Я в шоке, потому что... Посмотри, извините, насколько они Это хотят была тебе сценка, отвечать. типа, мы услышали мат. Слышь, ребят, вы посмотри, насколько они не хотят отвечать. Они даже здесь отмазываются, сидят. Кто отмазывается? Знаешь Я почему? как пример. Ответьте, Потому- девушки, и потому мне что ответьте. Другие, которые без отношений, он и ответит. Самый безопасный, да. Давай. Почему в шоке мужик? Он такой узнал, ну представьте, Проблема, типа, проблема не в том, что в шоке. Знаете что? Проблема в том, что, я думаю, в том, что вы просто хуже прячетесь, наверное. А что, измена это приятно? Чтобы человек не был в шоке, Это нужно новая сделать игра это такая. так, чтобы этого никто не узнал. Ну он же, его же тоже поймали. Получается, что детей надо с детства приучать играть в прятки. Часто, много. Или человек, с которым ты изменяешь, он такой тоже: ой-ой-ой-ой, какой кошмар, ты со мной изменял. Он тоже так делает, да? Во мне оказалась твоя писька. Ты деградируешь на глазах. Он сказал писка. Просто что происходит с левой стороной? Так Он левая же просто волну- сторона. он и просто- Левая сторона. Что? Он просто начинает волноваться, поэтому из-за того, что он волнуется, такой: господи, говорим по измене, главное не проболтать, главное не проболтать, Тем более, главное не что- заболтать. Да, Нет, куда давайте я ты еще скажу. слева сидишь, поэтому прямо аккуратно, Ой, ладно? аккуратно. Аккуратно. Я Ты как можешь примерный пойти, сибирин, я не изменяю. скрестил пальцы вот так, и я Вот сзади, я не изменяю. на ногах, блин. Короче, Это вот я. те решения. Чтобы люди не были в шоке, просто не пались. А? То есть вывод в том, что мужчины не палятся, а девушка быстро палится. То есть Нет, это А твой нет, это вывод. вообще бред. Чтобы он не был в шоке, тебе надо просто найти никчемного мужика, который не зарабатывает деньги, ничего себе не представляет, чтобы он такой: ну, конечно, мне изменили. Принимаю это. Опять. Вот такое вот решение тоже не подходит, да? но даже такой мужчина в шоке будет. Ну, значит, тебе нужно еще более убогого. Найди А, слепого. максимально слепого. убогого. Надо слепого, ребят. Нет, слепой мужик, он не будет в шоке. Он такой, типа, ты просто, что за звуки? Я Он просто смотрю такой: я не теннис. вижу Либо у проблем. кого был ковид, короче, который не чувствует запахов, да, там Да, еще ну плохо просто слышит. слепой там. Да. Старика найди. Старика найти, реально. Старого, очень Жен- старого. Где-то 86. Подожди, лет подожди, ему. подожди. А когда женщина узнает о измене, она не в шоке? Это типа Она вполне может нормально. простить, да, она, вот девушка это не вот. Нет. Кто Ну, готов смотри, простить, кто? Давайте предположим. Не Вот надо. тебе муж изменил. Ты его простила уже? Не, подожди, кого просила. Простите? Вот ты узнала, ты была не в шоке. Ты такая: ой, обычный вторник. Изменил муж.
Никакого шока. Ай, ладно, ну... Предположим, неважно какого Давайте не такого. предположим, а покажем, Кудер. Давайте. Можешь показать, как Давайте, ты товарищ. из меня... Смотри, на самом деле... Кто ты, когда готов ты задал этот поучаствовать вопрос, в Я эксперименте? не изменяю. Когда ты задал этот вопрос, смотри, как эти двое начали волноваться. Вот именно. Сильно. Понимаешь? И это говорит о чем? Это говорит о том, что это ты не права, они на самом деле все всегда в шоке. Все в шоке. Все мужики тоже в шоке, и бабы тоже в шоке. Да я до сих пор в Просто, шоке. просто не изменяйте друг другу. Вот такое решение. Все, Давай, решите вопрос. Спасибо, спасибо. Почему в козыле собак много? Потому что они размножаются. Следующий. Вопрос решен. Голосуем. Помним. Следующий вопрос. Ну, нет. Ну, реально. Подожди, тихо, Кудер, тихо. Еще раз повтори. Тувинское время и как с ним бороться? Никак, братан. Следующий вопрос. Мы нас только такая на все ответим. передача. Давайте. Сейчас, Смотри, Блиц. смотри, сейчас у смотри. тебя вопрос задают. 2 плюс 2, 4. Дальше. На самом деле, ну вот скоро уже год нам будет, да? И сколько раз Оргу мы вовремя начали мероприятие? Ну, Надо то есть- приглашать людей пораньше просто. Так вот, это... За год. стендапы. Не волнуйся. За год. Бесите. Понимаешь, вот так с студентским временем бороться. Ты хочешь с людьми встретиться в 7, назначаешь им встречу на В 2. 5 утра, Вы два. чтобы в 7 вечера с ними видеть. Вот единственное решение. Так есть исторически это сложилось. Как ты эту историю, как ты перепишешь? Друзья, Вы я... же все в поле жили, да? Блин, мы степной народ, извините. Вот он Мы конкретно. раньше-то, время-то у нас не было, мы такие на солнце смотрели, ага, ну примерно оно там, 11. Все. Ты же из Ваканды. Да. А? Мы из Ваканды, блин. Вы нет, Ваканда. я Оргу, Ваканда, помнишь? Пихем, Ваканда. Нет, знаете, мне кажется, знаете, как можно бороться? Надо придумать тувинские часы, которые будут показывать, не, еще рано, брат. Вот так. Вот прямо сейчас Рановато. выходи написано. Да, да. Все, уже надо идти. Вот такие часы какие-то. Сейчас выйдешь, опоздаешь на 2 часа. Да. Это уже плагиат, такие уже в Казахстане есть. А, да? Да? Ты что с А, Казахстана? Аю, Иди иди в армию, отсюда. иди в армию. Ты уехать хотел? Едь. После этой идеи с Пихемой Понял? Ваканда навеки. Лайкаем, еще? кто из Подожди. Пикема. Лайкаем. Как еще можно бороться? Мне кажется, пора уже бороться как вот борьба Как хуреш. борьба. Как борьба Да. хуреш. Да, надо, все да. правильно. То есть тех, кто пришел с опозданием, Того кидаем на заборол. прогиб. Да, Да? всё просто. Я помню, однажды пришел снимать, фотографировать свадьбу, а там сидят двое во всем зале. Даже жениха с невестой А нет. я Знаете, думала, это жених с невестой почему? Даже такие. жениха с невестой нет, сидят двое. Знаете, почему их двое сидят? Давай. Это муж с женой, они оба корейцы. А я думала, это администратор просто такой сидит с официантом и все вот так вот, типа, алло, где Там же вот все? это вот, господи, может сейчас выйдем, ты что, не позорь меня? Что? Я традиции думаешь, начинать? А ты знаешь, как они делают? Знаешь, как они делают? Они вот, короче, они приходят, да, вот там 2-3 человека пришли, и им начинает 300 человек все звонить. Ну что там, что-нибудь началось? Вот так вот происходит просто. Ну что там началось? А мы сидим на свадьбе такие, а мы не можем начать, потому что никого нету просто. Ну можно начать кушать, мне кажется. Ну они так происходит. Ну просто как бы все друг друга ждут, Вот, понимаете? Настя, проблема вообще в вас. Вы девушка. В русских, блин, или что? Вот. Особенно у вас. В тувинское время, во всем, в тувинском это русские. Вовремя, блин. Не, а с другой стороны, это решение. Если все начнут, ну, синхронно опаздывать, да, и все будет вовремя. Просто не приходите раньше, русские. Нет. И корейцы. И корейцы. Мы же тоже договорились эту тему. Да не, поднимать. нормально. Мне кажется, это норм. Нет, я вообще говорю про девушек. Вот и у меня жена, мы идем на мероприятие, которое начинается в 6. В 5:00 Кудер сидит в костюме. И вот так Изменяет кому-то. Ой, простите. вот сидит вот так вот дома. И в шоке И говорит просто. своей В шоке жене. сидит. И в шоке сидит, говорит. Она своей жене. прощает тебя, сидит, короче. Да, она бегает дома, суетится и одевается. В один момент она просто исчезает в ванной. Минут на 20. И ты заглядываешь. Там портал, блин. Да, там портал никого нет. Засосало. И мы приходим не в 6 часов, в 7:30. А потом говоришь жене, мы опоздали, это из-за тебя. И вот это вот закатывание глаз, считаешь, что есть мозги. Такая, нет, это мероприятие рано началось.
Не мы опоздали. Вот и все. Так что проблему надо решать не в Подожди. советском времени, а в девушках. Кудер, а ты точно женат? Ты Просто говоришь, не типа, про я открываю девушек? дверь, смотри, он говорит, я открываю дверь, а там никого нет. Так может у тебя никого в целом нет? Это Да, я фантазия один дома твоя вот так все. вот Просто лежу. тебе показалось. Да, вот, может ты немножко сегодня. Сумасшедший. Че, Ну реально, в девушках проблема опаздываем. Да, мужики, согласитесь? ответили на вопрос? Ну что? Вот. Все, не берем, короче, девушек на мероприятие. Да, идем за А, нами. вот, да. Да. Русских Только девушек. мужики. Просто Резюмируем, да, берем только пацанов и идем на мероприятие. Да, Все, да. огонь. Не, Не реально, опоздали. когда ты с пацанами куда-то И опаздывал? измен не будет. Да, измен не будет. Сразу Реально. одним решили много проблем. Все, спасибо. Еще вопросы, да? Вопросы? Где? Его Потому что интересует много собак. голуби. Ну, голубей мало, потому что много собак. Дальше. Все, поехали. Давай. Да. А почему вот те, кто родились в Кызыле, они переезжают, допустим, в большие города, там Красноярск, Санкт-Петербург, а потом через какое-то время обратно возвращаются в Кызыл? Вот что их тянет? Природа. Мы настолько любим нашу тувинскую природу. Да, мы ненавидим зиму в Кызыле, но мы обожаем. Я человек, который уехал из Кызыла на 6 лет. Жил в Москве, работал, все хорошо. Но в один момент я понял, что я не хочу жить в этом огромном мегаполисе, где есть вот 7-этажные дома. Я хочу жить, чтобы ночью где орали, вот это вот. Прям позвало обратно на родину. Это природа у тебя? Да, Природа такая. это же дикая страсть, это природа. Это дикая природа у Это тебя. дикая да. природа. Понимаешь, просто когда ты в Москве ходишь по улице и делаешь тебя вообще не понимают. Вот, Да, я... они подходят, говорят, вам плохо? Что случилось? Никто драться с тобой не лезет, поэтому я думаю, что это такое вообще? Где адреналин? Сажи нету там везде, понимаете? А вот здесь сажа есть, она вкусная же. Ну типа да. Мне кажется, просто каждому человеку во время рождения привязывают невидимый канат, и потом в какой-то момент не. Вы же тоже вернулись, получается, да? А вот местные ребята, У них вопрос, почему мы это сделали, они в шоке. они не поняли. Как Мы мы туда здесь оказались. оказались, да. А в один Скорее, момент они самому открывают себе глаза. вопрос, да? Нет, в один момент они открывают глаза. Зачем я И в вернулся? кофейне за 20 тысяч. Где мы? На 2 стульях. На 2 стульях. Друг на друга смотрят такие вот. И такие, почему мы вернулись, И блин? железной дороги нет. Может, им нравится страдать, а в КЗ это обеспечивает. Нет, У нет. тебя шок и страдания. Да Что брось, ты не может делаешь? быть такого. Кызыл Кызыл точно не страдания? страдания. Нет, нет, Кызыл это лучшее место. веселый город, чики-брики. Давайте похлопаем Кызылу. Кызыл лучший город на планете. Еще это город богачей. Да? Все логично. Да. Все миллионеры. Никто же не хочет быть бедным. Да. Все поэтому возвращаются, потому что здесь, когда ты здесь, ты богат, понимаешь? Ты Не, ну приезжаешь сколько и в снимаешь за Красноярске 50 стоит тысяч квартира, хату просто, ты просто богат. Ну, в смысле, тебе просто молоко купить сколько? 150 рублей, да? Ну, 120. 120. Где молоко покупаешь? Дорогое молоко покупаешь, потому что ты дорогой человек. Понятно? А ты молоко. А, тебе государство, да, дает? Мне государство Мне уплачивает. вам кажется, он доит себя Да. просто. Не, просто я на обеспечении, мне каждое утро приносят пакет. Продолжай. Пакет. Просто пакет. Какой пакет? Ты деградируешь, Кудер, понимаешь? Что еще? Давайте еще вопросы. А ответили или нет? Ну, понравился ответ? Ну, вообще, да, да. Вообще. Вообще да. Вообще, А да. так Еще. Как Здесь- бороться с проблемой сажи? Короче, я реально же думал тоже насчет Саши-то. Давайте, короче, каждое Саша. утро Саша, не Будем Саша. выходить и говорить, Саша, уходи! Да, это первое. Саша, уйди! Это первое Уходи. решение. Второе, короче, мы поднимаем всей толпой, короче, на ДГ. Ну, гора И есть. дуем такая, да. сильно вот так. И вот так вот, короче, махаем всем, чем можно, короче. Дуем. Кто-то дует, кто-то махает. И Саша не А будет. похлопайте у кого есть пылесос. Каждое утро. А можете Люге показать, он не видел никогда. Что если мы просто, ну, в указанное время каждый день, то есть, ну, там сирена на улице, да, пылесосный час, да, и все в окна вот так начинаем всасывать сажу. Так получится? Нет. Ты пробовал? Надо дуть. А Я всасывать? реально Всасывать интересовался это вопросом. другое. Надо дуть.
Надо дуть. Дуть надо. Не Нет, это всасывать. нельзя, это нет. Значит, будет дуть, дуть будет начат. Иноген. А, и и всё. это вообще не надо, да? Туда мои кореша со 108 канала. Как И решить? вот это. Надо перестать топить печки углем, что-то придумать. Перестать топить печки. Вот они Вообще. живут в Кахеме, завязывай. А Хватит. как им не топить печь? Прекрати это делать, мы дышать не можем. Вот к нему вопросы все. Не, мне кажется, надо терпеть, реально. Просто будете квартиру снимать. Да, да, Да. точно. Да? А вы работаете в Терпеть? Кахеме, ребят? Надо терпеть. Надо терпеть. Просто. Подожди. Почему они Италия. вообще в Кахеме дислоцировались? Кстати, мне кажется, проблема в Кахеме. Потому что И в Авиденском И законе. ТЭЦ тоже в Кахеме. Нет, Вавилонский закон. Да, до свидания, не обогнал. Вавилонский закон. Вавилонский закон. Да. Вавилонский закон. Очень долго сидел такой. Подожди. Нет. Нет, а зачем вообще вы в Кахеме живете? Так получилось. Вам нравится в Кахеме гулять? Там сажа вкуснее. Та самая вот эта Леденцы из сажи. прогулочная Кахемская улица, да, вот это? Вы знаете, вот эта традиция русская прикольная, когда ты из бани выбегаешь такой и в снег. Только у нас, блин, когда ты выбегаешь из бани такой в снег, потом, Еще раз в баню. да, еще раз, просто чтобы помыться снова. Помыться. Да. Это рекурсия. Ну что, дальше, да? Еще? Ответили на вопрос? Все. Дальше давайте. Вы бы хотели переехать из России вообще? Если бы Нет. хотели, то куда? А тебе вообще двигаться хочется по жизни как-то куда-то, ты просто, да? А жизнь- вы же Развитие, что ли? Конечно. Так Из оно России. же в Кызыле и в России есть развитие. Зачем куда-то уезжать, если можно здесь Слышите? двигаться? Зачем? Мы, в принципе, из России в Кызыл переехали. Ну. Не, смотрите, мы, говорит. Мы. А где вы жили до этого? Добро пожаловать! Знаешь, есть В поговорка. Красноярске? Сколько там прожили? Всю жизнь. Вот я такой, буквально полгода живу в Кызыле. А, ты не Приехала отсюда? Ты не отсюда? Ты здесь не родилась? А у вас А молодой он человек? отсюда, получается. Ты зачем людей сюда Зачем возишь? людей возишь из Красноярска? Ты что тут? У нас Нам всем расскажут У потом. нас на самих квартир сдавать не хватает. Серьезно? Прекратите Это возить из-за людей. вас цены-то растут. Да. Спроса больше. Переехать хотели, если не Переехать да, из то куда? России. Переехать из России, да? Хотели бы вы переехать из России? Если да, то куда? Вакансию. В Ваканду! Она занята, ребят. У меня Всё был нормально. такой опыт. Я жила в Германии 1,5 года. Был такой опыт. Я жила, да. Почему я вернулась? Потому что там есть, наверное, нудистские пляжи, на которые я ходила. На нудистские Там пляжи все я... испугались, и ты уехал. Тебя выгнали, получается? Я просто в одежде... Два соска! Фу, где писька? Женщина! Я в одежде просто пришла такая туда, в национальной такая. Просто Тувинской. тувинская. Чай с молоком, пожалуйста. Встречный вопрос. Почему в России везде узнают тувинцев и боятся их? Ну да. И вот даже... Не, это вранье, меня никто не боялся в Москве. И никто не узнавал. Все Меня такие... не узнавали как Они, тувинцев. они подходили такие, суши сделай нам вообще. Они говорили, Санкт-Пёко, Чормен, да. Я такой, я не кореец, я тувинец. Такие, ну иди. Мы тебя не боимся. А с чего ты решила, что тувинцев везде узнают? Ну, почему я вот когда соревноваться ехала везде, как... Ну, конечно, она такая, Давай так, что за соревнования ты ездила? На На какие какие соревнования? соревнования? по тайскому боксу, по ну, кику. конечно. Ты теперь спрашиваешь, почему? Подожди, а Почему нас когда ты узнают ехала, и у тебя боятся? сзади написано было, что ты откуда-то, да? Репабликов Ну, тут. ты же в спортивке ехала. Республика Тыва, но просто везде, да и не только там. Вот почему тебя и узнавали. То есть тебя удивляет, что Нет, тебя, которая приехала драться с футболкой Тува, с мастеркой, она такая, она тувинка, ее нужно бояться. Почему все узнают, что я тувинка? Почему все меня боятся? Я же всего лишь могу очень сильно ударить. Да-да-да.
Я не понял. Ладно, больше не поеду, да? Все, я не буду больше Не, ездить. давай, переформулируй. Футболку носить не буду дальше. Переформулируй вопрос. Ну, чтобы поняли. На самом деле они поняли. Допустим, ну то есть, вот когда служить человек уезжает и говорит, откуда ты приехал, Республика Тыва, и все такие сразу. И они такие, полы мыть не будем, все дела, и некоторые... А вот сейчас молодой человек сходит в армию и расскажет нам, почему так. А он же казах. Когда он приедет обратно. Слушай, Да, в чем проблема? как тебя зовут? Он же отсюда. В армию, Значит, который наш. уезжает. Худайберген. А, точно, Гудайберген. Это, ты, а казахов боятся в армии? Он Он А, не казах. а узбеков боятся в армии? Вряд ли. Навряд ли. Всем говорит, что ты тувинец просто. А я вот считаю, что это классно, потому что вот я русская, я живу в Туве, меня никто нигде не боится. Понимаете? Почему? Вы знаете, у меня такие друзья, просто у меня вот друзья тувинцы, меня вообще никто не боится, вообще никто. Хотя у меня Вот самое, из я этого. дружу с самыми опасными людьми, получается, но никто не боится меня, мне так обидно. Что надо сделать, чтобы меня боялись, пожалуйста? Лицо не красить. О, красавчик. Йоу! Ауч. Ауч, да? И надень шапку вот так и поднять воротничок. А можно я попробую, да? Ну-ка, сейчас, давайте эксперимент, будут меня люди бояться или нет? Я очень хочу иногда, что Сейчас честно. все должны быть в шоке. Вам стало страшно в зале? Так? Чуть-чуть вот так, да. Сейчас еще Глаз прикрой. Страшно кому-нибудь стало? Не, у меня флешбеки просто. Короче, не работает. Это что-то из 2004-го. А если я вот так, был. подожди, если вот так вот? Так страшнее, да? Вот так вот. Это как будто... Никит, эти- тебе придется везде со мной ходить. Это просто надо снять. На превьюшку это, пожалуйста. Что, можно я так сделаю? Давайте в завершении, как обычно по классике, да, выберем самую лучшую кринжовую цитату из ВК 2007-го. Ваши аплодисменты. Давай как раз куда я такой сковородки, и там нет еды. Сковородка мира. Не, можешь это поесть. Ну чё? Так вот, цитата нет. Лучше в молодости в туалет какать, чем в старость в трусы. Это В было целом, сильно. в целом это абсолютная правда. Всем вам желаем в молодости какать в туалет, быть здоровыми, приходить чаще на наше шоу, приходить вообще по хорошим заведениям, смеяться и хорошо проводить время, не бить никого, распространять любовь. Всем спасибо, что пришли! У!